Насыщенным выдался год и для Татарской государственной филармонии. Фестивали, концерты, выступления звезд татарской сцены и зарубежных знаменитостей собирали полные залы. На днях концертом солистов филармонии Гульнары Байназаровой и Игоря Макарова музыкально-литературный лекторий филармонии закрыл очередной сезон. С приходом заслуженного артиста республики Владимира Васильева работа филармонического музыкально-литературного лектория получила новое звучание. И хотя сезон лектория уже закрыл, но солисты и художественный руководитель живут планами на будущее. Весь сезон у нас расписан, все концерты известны. Просто многие из концертов мы оставляем для зрителей в тайне, для того, чтобы вот эти сюрпризы появлялись один за другим. Но самое главное, я хочу сказать, за долгие годы был восстановлен абонемент, который был в нашем лектории. С начала следующего сезона это будет детский абонемент. Приходите обязательно всей семьей, вместе со своими детишками, чтобы они воспитывались вот на этих замечательных шедеврах музыкальной и поэтической мысли. Лекторий гордится своими солистами, среди которых есть и именитые, и те, кто делает на большой сцене первые шаги. Для Гульнары Байназаровой и Игоря Макарова сегодня ответственный вечер, первый в их жизни сольный концерт. Стоит только посмотреть на них в репетиционный момент и понимаешь, насколько действительно волнительно и значимо для всех них. Если бы было иначе, они бы относились к этому легко и просто. Но сегодня они в ожидании вот этого действительно большого события, как для них, как солистов, так и для нас, как руководителей отдела. Быть певицей Гульнара мечтала с самого раннего детства. С детства мечтала быть артисткой. Соседям говорила: конфеты принесли, буду песни петь для вас. У меня была гармонь. Гульнара маленькой играла на ней, когда ждала нас с работы. Если будешь стараться, то есть можно вырасти, быть на уровне зарубежных певцов. Еще во время учебы в консерватории в классе профессора Галины Ластовки Гульнару Байназарову пригласили исполнить партию Бадриджихан в опере Резиды Ахияровой «Любовь поэта». Впрочем, это не единственное ее достижение. Гульнар успешно совмещала учебу с участием и в международных конкурсах, и с преподавательской деятельностью. У профессора Казанской консерватории Нины Петровны Варшавской десятки учеников. Среди них Игорь Макаров. Являясь студентом третьего курса, Игорь уже успел стать стипендиатом президента России по поддержке талантливой молодежи. Он лауреат многих конкурсов, 2 года стажировался в Италии у маэстро Джузеппе Сабатини. Не каждый студент способен дать концерт в 2 отделениях из таких серьезных очень произведений, как, например, дуэт из Травиаты, или романсы Чайковского, или арии Верди. Это очень сложная программа, которая поется профессионалами уже. А он и сейчас учится на 3-м курсе. Но я считаю, что он очень перспективный в будущем певец. Раз он уже стремится петь сольные концерты, значит, у него есть большая цель в жизни поставлена. И к этой цели он стремится, в общем-то, довольно-таки достойно. Я, конечно, не хотел бы сейчас раскрывать всех своих замыслов на будущее. Но вот на данный момент у меня сейчас спеть хорошо вот этот концерт. Есть желание. Ну и, конечно, совершенствоваться и, может быть, потом, когда спеть полностью весь сольный концерт, только один, возможно, с каким-нибудь оркестром, есть огромное желание.
Молодые исполнители представили лучшие произведения своего репертуара. Прозвучала мировая, русская и татарская классика. Свое актерское мастерство Гульнара и Игорь продемонстрировали в дуэтах. Чтобы вот эта вот связь между нами не прерывалась во время исполнения. Тут должна быть, конечно, отдача партнера, потому что сложно, когда наталкиваешься на стену равнодушия. Иногда такое бывает, к сожалению, даже я уже с этим сталкивался. Но у нас, слава богу, с Гульнарой очень хорошие отношения. Талантливые молодые певцы, лауреаты международных конкурсов Игорь Макаров и Гульнара Байназарова. Yeah.